Сегодня вот чем занимается Тимур? У меня с моим сыном есть проект, который называется «Кройдон». Вот, мы хотели, значит, это как бы группа, ну, из 2 человек группа. И у нас в планах есть, наверное, еще, что к нам присоединится барабанщик хороший. Но мы пока не имеем такого барабанщика. Взаимоотношения как бы с твоим сыном. Давай немножко остановимся на это. Почему? Потому что твой отец тебе покупал гитару, помогал тебе. Это все преемственность поколений или что? Да. Или ты заставлял своего сына учиться насильно музыке? Нет, я его бил его по рукам, когда он неправильно играл? Как это все Нет, было? я его не заставлял вообще никогда. Он просто как бы с детства в этом как бы варился. Есть ли в ближайших планах у Тимура записать как диск того же проекта «Кройдон» или что-нибудь еще другое? Есть у нас песни готовые, мы уже работаем сейчас над этим. Естественно, мы работаем как бы в домашней студии, потому что другой возможности у нас нету. Но мы стараемся как бы приблизительно качественно это делать. Качественно это делать. И, конечно, это не получится, как на Эбби Роуд в Англии, в Лондоне, но как-то мы стараемся. Мы стараемся, у нас диск, наверное, выйдет к весне. И концерт тоже мы собираемся дать. Ну, естественно, надо подготовиться чисто финансово, скажем, в первую очередь. Вот. А потом, наверное, будем давать концерт. Сами. Сами будете уже давать концерт? Сами, да. Потому что надежды ни на кого нет, если сам не сделаешь. Ну, это понятно вот в этом плане. И какой песни превалируют в вашей новой программе? На осетинском языке? Мы поем на осетинском языке. Все на осетинском языке, да. Да. Как вы думаете, это будет интересно публике? Я скажу так. Вот такую музыку, да, в Северной, в Южной Осетии давно не слышали. Мы когда вот с Бомбовороном приезжали, еще тогда, в 1976 году, здесь очень хорошо принималась эта музыка. Потому что рок на осетинском языке, это прекрасно просто. Это очень, кстати, наш язык осетинский очень хорошо садится под такую музыку. Наверное, все-таки как-то, я не знаю почему, ну, очень красиво это звучит. И тогда звучало, и прекрасно здесь принимали нас, и в Южной Осетии, и в Северной Осетии. Вот про «Мемориал», кстати, я хотел сказать. «Мемориал» – это не тот «Мемориал», который в 1979 году был. В 1979 году у нас была группа «Мемориал». И из того «Мемориала» здесь, в этом «Мемориале», только клавишник Вова Албуров и Валера Кабулов, барабанщик. А там еще Хсар играл, Джикаев, и я играл. Вот. И мы пели тоже на осетинском языке, и у нас такие конкретные, очень красивые роковые композиции были. Какие-то песни мы восстановили с моим сыном, мы их записываем. Сколько времени вас отнимает в день вот, работа в вашем ансамбле, в группе? А времени там никто. Иногда вообще целый день вообще. Иногда, но как-то бывает так, что у нас очень часто, мы часто обычно спорим с ним, потому что он музыкант более современный. И рок-музыка тоже подразделяется на разные... Конфликт поколений есть все-таки? Чисто в творческом плане. Да, в творческом имеется, да? Да, в есть, плане, конечно, да. есть. Потому что есть же такое видение, что это уже... У меня старый стиль, допустим, игры, а он современный музыкант. Но мне легко с ним... Почему? Потому что он как бы... То, что мы играли, он это знает. Многие современные музыканты, то, что мы играли, вот, в смысле, тот старый стиль, да, старый подход к музыке, как бы есть старая школа, они не занимаются, они как бы привыкли вот, играть здесь свое, современное, и все, и это они хотят играть, или не могут. Вот, а Саша, он как бы универсальный в этом плане музыкант. Он может играть и то, и современное, и вот так. Скажи, пожалуйста, а вот слова какого автора вы чаще всего используете в ваших композициях? Изначально мы использовали слова Коста Хайдагурова. И в «Бомбовороне», и сейчас тоже у нас есть несколько композиций на его слова. Мы вот выставили новогоднюю его песню, чисто в таком в роковой обработке. Ну, есть свои тексты. Свои. То есть сочиняете сами, да? Сами тоже пишем, да, тексты. И, ну, используем современных поэтов тоже. Вот. Ну, в общем, вот, когда вот так. Ну, у нас в диске всего 12 песен, там очень много, но в будущем, если мы будем продолжать это все делать, то у нас есть очень много интересных поэтов, современных в Северной и в Южной Осетии тоже. Есть очень много вот, поэтов старшего поколения.
Очень интересные люди. Я когда начал, я был знаком с такими известными корифеями, как Исидор Кузатый Исидор, потом Маргарита Коста, прекрасный, вообще великолепный поэт. Потом Хсар Иванович Джикаев, наш гитарист, он очень, как-то он мне дал прочесть этого Алихан Тоқата. Это величайший поэт, я бы сказал, это вообще, это поэт-философ, я бы сказал так. Вот у Хсара очень много песен на его стихи.